31 января 1896 года родился один из лучших сынов ингушского народа, известный на Северном Кавказе политический деятель, один из основателей Ингушской автономной области и первый ее руководитель Идрис Бейсултанович Зязиков. Получив начальное образование в Назрановской горской школе, окончил первое реальное училище города Владикавказа. В 1914 году поступил в Московский сельскохозяйственный институт, ныне сельскохозяйственная академия имени Тимирязева. В 1917 году, не успев ее закончить в связи с Октябрьской революцией, возвращается на родину и активно включается в общественно-политическую жизнь Северного Кавказа. С 1918 по 1924 год Идрис Зязиков являлся членом Терского облревкома и Терского облисполкома, председателем Назрановского окрисполкома, первым народным комиссаром внутренних дел Горской республики, председателем Центрально-исполнительного комитета Горской республики, секретарем бюро Горского обкома ВКП, членом в ЦИК СССР. После образования 7 июля 1924 года Ингушской автономной области Зязиков был избран первым секретарем обкома партии. В должности первого руководителя области он работал до 3 сентября 1929 года. На протяжении всей своей жизни Идрис Зязиков стремился достичь улучшения жизни народа, мечтал о прекрасном будущем для ингушей. Его трудовой и жизненный путь буквально пронизан борьбой за воплощение поставленных целей во имя процветания ингушского народа. К сожалению, бушевавшие в то время массовые политические репрессии не обошли стороной и Идриса Зязикова. В 1930 году во время учебы на курсах марксизма-ленинизма Идрис Бейсултанович был арестован. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и в связях с иностранной разведкой. 11 июня 1932 года Верховным судом РСФСР приговорен к расстрелу, который позже заменен на 10 лет лишения свободы. В 1935 году по решению Президиума ЦИК СССР освобожден от дальнейшего отбывания наказания. Но уже в начале октября 1937 года Идрис Зязиков был вновь арестован вместе с женой Жанетой в Москве. 5 июля 1938 года он скончался в тюрьме НКВД города Грозного. Идрис Зязиков до самой смерти служил интересам своей родины. Сыграв судьбоносную роль в становлении и развитии ингушской государственности, он золотыми буквами вписал свое имя в историю родной республики. Наш долг помнить и чтить память достойного сына своего народа.